Ребята, берем шарики и отправляем, давайте. Это специальная игра Кубора, которая развивает у детей мышление. Ноу-хау не только для ребят, но и для педагогов. Здесь же кружки лего и шахматы. Так в новом саду воспитывают будущих инженеров. Развивает мышление, память, воображение, инженерное мышление развивает. Построили детсад по нацпроекту «Демография» и решили проблемы с очередями. Сегодня с воспитанниками познакомился Алексей Песошин. Вот так вот правильно. Из детского сада на выставку. Здесь бренд Азнакаева. Это татарские куклы местных умельцев. Ахтубя уиншига, Азнакай курчаклара. Наши сувениры пишут свой город. Как развивать район и какие проблемы волнуют жителей? Об этом говорили на итоговой сессии. В республиканском рейтинге социально-экономического развития по итогам 2020 года Азнакаевский район занимает 19 место, 12 по средней заработной плате по крупным и средним предприятиям, 14 по объему отгруженных товаров собственного производства. Развивается в районе малый и средний бизнес. На их развитие в прошлом году господдержка в 100 миллионов рублей. Работают 5 промплощадок. На треть выросла выручка от реализации сельхозпродукции. А еще рекордный урожай – 175 тысяч тонн зерна. Рекорд и по молоку. Летом он достиг 160 тонн в сутки. Удержать такие показатели поможет открытие мегафермы на 2000 коров. В районе ежедневно надаивается 146 тонн молока, что на 12,5 тонн больше аналогичного периода прошлого года. Динамика очень неплохая. Хорошим подспорьем для дальнейшего поступательного развития АПК района станет запуск в текущем году нового животноводческого комплекса. Пандемийный год стал настоящим испытанием для медиков. Но, несмотря на это, в районе смогли решить проблему с кадрами. Обеспеченность врачами сейчас 70%. За последние 3 года в район прибыли 60 врачей. Решающим фактором стало обеспечение каждого из них жильем. Говорили о безработице и снижении доходов населения. По республиканской программе «Наш двор» отремонтировали 28 площадок. В рамках республиканских программ весомый объем работ был выполнен и в Азнакаевском районе, несмотря на все сложности с формированием доходной части бюджета 2021 года. Программы сохранены, будет действовать 44 программы. Еще одна тема, на которую обратил внимание премьер – ЖКХ и завышенные счета за услуги. Проанализировали число обращений граждан, поступивших в 2020 году в аппарат президента республики из Азнакаевского района. 18% касались сферы ЖКХ. Все обращения были тщательно изучены, проанализированы. В приоритете должно стоять оперативное решение поставленных вопросов. Для развития все возможности есть, сказал Алексей Песошин, и призвал азнакаевцев работать еще лучше. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.